Вы знаете, что у нас вступил в силу федеральный закон номер 218 ФЗ от 18 июля 2011 года, который существенно изменил наш основной федеральный закон, регулирующий производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В соответствии с этими поправками с 1 июля 2012 года пиво и пивные напитки будут отнесены к алкогольной продукции. И в связи с этим, с этой же даты вступают в силу следующие запреты, запреты, которые распространяются на данную группу товаров. Первый запрет – это по местам их реализации. С 1 июля 2012 года нельзя будет торговать пивом и напитками, изготовленными на основе детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях. В организациях культуры, за исключением расположенных в них пунктов общественного питания, во всех видах общественного транспорта, городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения, на автозаправочных станциях. Сейчас у нас эта реализация, на автозаправочных, на остановках она ведется. На оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопления граждан и местах нахождения источника повышенной опасности. Данные места определяются органами власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Указанные ограничения также действуют на прилегающих к таким местам территориях. Следующие объекты, на которых будет запрет на реализацию. Объекты военного назначения, прилегающие к ним территории. И последний – это нестационарные торговые объекты. Тут до 1 января 2013 года этот запрет не будет распространяться на пиво и напитки, изготовленные на его основе с содержанием этилового спирта менее 5% объема готовой продукции. А с 1 января уже запрет будет касаться вообще всех видов пива и напитков, изготовленных на его основе. По времени реализации с 1 июля 2012 года действует запрет на реализацию пива и напитков с содержанием этилового спирта 5 и более процентов с 23:00 до 8 часов утра. Кроме того, закон предоставляет право субъектам Российской Федерации, то есть Республики Коми, на установление дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции вплоть до принятия полного запрета. Этот вопрос, я думаю, следует обсудить в рамках комиссии, поскольку даже первый запрет, который мы принимали в свое время, касающийся ночной продажи алкогольной продукции, он вызвал массу разных мнений. Предпринимательское сообщество предоставляло свои аргументы, естественно, контролирующие организации и органы государственной власти свои. Следующая группа запретов касается на условия осуществления деятельности. С 1 июля 2012 года все, кто занимается ручной продажей пива и напитков, изготовленных на его основе, должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде стационарные торговые объекты и складские помещения, а также контрольно-кассовую технику. При этом на предприятие общепита это требование не распространяется. Срок действия договора аренды, самое важное, существенное ограничение, касающееся использования объектов торговли. Срок действия договора аренды стационарных помещений должен быть год и выше. Такие договоры, согласно гражданского законодательства, подлежат государственной регистрации. Сейчас по данному вопросу возникают большие проблемы именно с объектами торговли. Следующая группа запретов касается того, что на пиво и напитки, изготовленные на его основе, будет распространяться требования о наличии документов, удостоверяющих легальность производства и оборота данной продукции. К таким документам относятся товарно-транспортная накладная и справка. Если продукция импортного производства, это таможенная декларация, если произведенная на территории Российской Федерации, то товарно-транспортной накладной. С 1 января 2012 года индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и напитков, обязаны осуществлять
учет и декларирование объема их ручной продажи. Порядок предоставления деклараций и формы этих деклараций устанавливается правительством Российской Федерации. В четвертом квартале 2011 года служба проводит мероприятия по организации этого декларирования. Мы сделали запрос в Росалкогольрегулирование по формам декларации, поскольку форма декларации, условия ее заполнения и так далее, это вопросы регулированы Росалкогольрегулированием.